Сергей Михалев – начальник на производстве. По работе ему приходится общаться с огромным количеством людей. Ковидом 67-летний мужчина еще не болел, но как только прививаться разрешили всем, пришел в свою поликлинику. Надеется, что если и подхватит вирус, болезнь пройдет не так тяжело. С детства делаю прививки и всегда нормально переносил, и считаю их тогда всегда предупреждать болезнь, чем ее лечить. С 13 января, после того, как в России дали старт массовой вакцинации, в поликлиниках очереди. В основном пенсионеры. Есть среди них и тех, кто приходит уже за второй дозой. Между первым и вторым уколом должен пройти 21 день. Первую прививку я перенесла замечательно, нормально, без температуры, без каких-то резких болей. В среднем в день в 8-й поликлинике Казани вакциной «Спутник Ви» прививают 25-30 человек. И это число всегда кратно 5, чтобы не потерять ни 1 миллиграмм лекарства. Особенность этой вакцины еще и в расфасовке. Один флакон рассчитан на 5 доз. Поэтому вскрывают препарат только когда в коридоре набирается 5 человек. Напомним, ПЦР-тест и анализ на антитела перед прививкой теперь не требуется. Главное – получить направление у терапевта. Беременных и людей с обострением хронических или инфекционных заболеваний разворачивают. Повышенное давление противопоказанием не является. Мы стараемся не отказать от вакцинации, предлагаем им посидеть, отдохнуть в себя, прийти, предлагаем выпить таблеточку, и через 15-20, а то и 30 минут мы повторно измеряем давление, и все-таки мы стараемся их привить. Пока в республике прививают только в госклиниках. В ближайшее время вакцина поступит и в некоторые частные, к которым прикреплены пациенты по ОМС. В Минздраве уточняют, где бы ни делали, прививка бесплатная. Никто не имеет права взыскивать с человека либо за процедуру, либо за стоимость вакцины. Это незаконно. Сейчас в Татарстане 57 центров вакцинации от коронавируса. 12 пунктов в Казани, 2 в Челнах, 1 в Альметьевске. В ближайшее время их число будет увеличиваться. Записываются на прививку обычно заранее через регистратуру. И, наконец, мы сможем без страха выйти на улицу, поехать, заняться какими-то своими делами, устроить какие-то свои развлечения. Тем временем в республике завершился 3-й этап исследования коллективного иммунитета к коронавирусу. Как выяснилось, из 3000 татарстанцев, что участвовали в эксперименте, антитела к ковиду есть у каждого второго. Юлия Гоглева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.